Следователи проводят проверку по факту гибели двух мужчин на озере Талая в Якутске. По информации Следственного комитета, ночью 28 сентября в районе кинотеатра «Синема Центр» съехала машина Toyota Corona, из салона которой никто не выбрался. Одного мужчину удалось извлечь из воды водолазом, второго погибшего, находившегося в салоне, извлекли из озера вместе с машиной. Проведен осмотр места происшествия, автомобиля и тел погибших, устанавливаются их личности, а также очевидцы произошедшего, говорится в сообщении Следкома. Для выяснения причин смерти мужчин будут организованы судебно-медицинские экспертизы. В отношении жителя города Мирного возбуждено уголовное дело об убийстве. Следственный комитет сообщает, что 27 сентября этого года несколько мужчин распивали спиртные напитки в одной из квартир жилого дома. В какой-то момент между двумя приятелями, которые являлись арендаторами жилища, произошла ссора, вызванная прежними обидами. Конфликт удалось погасить, однако спустя час он вспыхнул с новой силой. Схватив самодельный нож, один из мужчин бросился в соседнюю комнату, где находился его оппонент. Дорогу ему преградил один из мужчин, который попытался предотвратить расправу, но тут же получил удар ножом в шею и упал на пол. Следующий удар подозреваемый нанес в шею своему приятелю, с которым ранее произошла ссора. Ранение стало смертельным. Удар был таким сильным, что нож в руках нападавшего сломался на 3 части. Очевидцы конфликта тут же набросились на подозреваемого. Его удалось обездвижить и удерживать до прибытия следователей и полиции. Раненый мужчина был госпитализирован. В ходе предварительного расследования, после установления степени тяжести причиненного мужчине вреда здоровью, действиям подозреваемого будет дана правовая оценка. На данный момент следствие продолжается. Ребенок и 2 пенсионера пострадали в ДТП с автобусом в Якутске. Пожилой водитель и пассажиры, пенсионерка и 6-летняя девочка, получили травмы в результате наезда автобуса на ограждение. 27 сентября в поселке Табага 67-летний водитель автобуса ПАС, следуя со стороны комплекса Норвей Парк, при выезде на улицу Центральная не справился с рулевым управлением. В результате он совершил съезд с проезжей части и наехал на ограждение, говорится в сообщении ГИБДД. 6-летняя пассажирка была госпитализирована с открытым переломом нижней челюсти. 78-летняя пенсионерка получила ушиб грудной клетки и шейно-грудной остеохондроз. Водителю автобуса с ушибленной раной подбородочной области назначено амбулаторное лечение. По факту инцидента проводится проверка. Бывший руководитель строительной организации приговорен к 3 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями, повлекшие тяжкие последствия. По сообщению МВД, подсудимый с 2014 по 2018 годы использовал для собственных нужд деньги, привлеченные от участников долевого строительства. Общий ущерб составил около 100 миллионов рублей. Он потратил деньги не на строительство объектов, а на другие цели, в том числе на погашение кредитов и займов. В результате строительство многоквартирного жилого дома не завершено. 117 участникам долевого строительства причинен ущерб в особо крупном размере, а сам застройщик объявлен банкротом. 1 человек погиб и 2 пострадали при столкновении большегрузов в Якутии. Большегрузы «Вольво» и «КамАЗ» столкнулись на 633-м километре федеральной автодороги Колыма в Тампонском районе республики. Установлено, что утром на дороге 29-летний водитель КамАЗа с полуприцепом, следуя из Чурапчинского района в сторону поселка Уснера и Миконского района, не учел скоростной режим и запыленность. Выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомашиной «Вольво» с полуприцепом цистерной под управлением 21-летнего мужчины, говорится в сообщении ГИБДД. В результате происшествия водитель КамАЗа от полученных травм скончался на месте автоаварии. Отмечается, что в салоне большегруза находился также 53-летний мужчина-пассажир. Он получил травму головы и госпитализирован в реанимацию больницы поселка Хандыга Тампонского района. Водитель «Вольво» получил перелом руки, ему назначено амбулаторное лечение. Проведенное освидетельствование на алкоголь показало отрицательный результат у пострадавших мужчин. Материалы по факту ДТП переданы следствию. Мужчина-пешеход скончался в результате наезда машины на автодороге Умнас в Хангаласском районе республики. Водитель 1983 года рождения на автомобиле Toyota Corolla, следуя со стороны Якутска в Покровск по региональной автодороге Умнас, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу. В результате ДТП мужчина 1968 года рождения скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Водитель имеет стаж вождения 7 лет. К административной ответственности в течение года привлекался 14 раз. Из них за превышение установленной скорости движения 13 раз. Отмечается, что в момент автоаварии был трезв. Причину происшествия он поясняет тем, что на проезжую часть дороги внезапно выбежал мужчина в темной одежде и ударился об его машину.
Глава Наслега в Момском районе подозревается в присвоении 400 тысяч рублей из бюджета. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Глава Наслега, используя служебное положение за счет вверенных ему бюджетных средств муниципального образования, провел ремонт личного склада. В результате причинен ущерб на сумму свыше 400 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье Уголовного кодекса «Присвоение». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль. Дистанционные мошенники похитили у жительницы Нернгри около 300 тысяч рублей. Сообщается, что ей с неизвестного номера позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что происходит несанкционированная транзакция с ее банковской карты на сумму более 100 тысяч рублей. Затем с ней связалась якобы сотрудница безопасности банка, которая стала расспрашивать о последних операциях с картой. Под предлогом защиты счета от мошеннических действий злоумышленница убедила ее пойти в ближайшее отделение банка и обналичить всю сумму на карте, чтобы избежать списания денег. Потерпевшая сняла в банкомате 250 тысяч рублей и перевела 100 тысяч рублей на другой свой счет через мобильное приложение. Также лжеспециалист предложила установить на телефоне сервис для быстрой онлайн-оплаты и привязать карту к абонентскому номеру, что и выполнила жительница Нернгри. Во время непрерывной беседы мошенница продиктовала якобы ее новый номер банковской карты, которую она должна получить завтра у менеджера банка, и сообщила, что необходимо внести все обналиченные средства на эту карту. Женщина призналась, что следовала инструкциям звонившей и не задумываясь, осуществила перевод 295 тысяч рублей. Раскрыта кража имущества из сумки, принадлежащей пенсионерке. Пострадавшая рассказала, что неизвестные украли из ее сумки кошелек, в котором находилось 20 тысяч рублей, сотовый телефон, а также золотую цепочку стоимостью 10 тысяч рублей. Ущерб, причиненный заявительнице, составил около 40 тысяч рублей. В ходе расследования сотрудники уголовного розыска установили 52-летнего местного жителя, который раньше уже привлекался к уголовной ответственности. Установлено, что в день происшествия потерпевшая находилась на территории городского кладбища. Пробыв там около часа, она забыла свою сумку и уехала домой. На оставленный без присмотра женский аксессуар обратил внимание подозреваемый. Убедившись, что за его противоправными действиями никто не наблюдает, он вытащил из сумки кошелек, золотую цепочку и сотовый телефон и сбежал. В настоящее время часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Выпуск подготовил Юрий Осипов. Берегите себя и до встречи в эфире.